В сентябре мы побывали в поселке Уснера. Одна из приемных семей, Хашагульковы, живут в поселке давно, а приемной семьей они стали 8 лет назад. Я Хашагульгова Марьям Джабраиловна, являюсь приемным родителем. Воспитываю 2 девочек, своих 4 детей у меня, взрослые, все сыновья. Так случилось у нас в семье несчастье, зять с сестрой погибли. У них осталось 4 детей сиротами. 2 старших оставили у бабушки, а младший был всего годик, а старшие 4 было моим девочкам. За ними ухаживать было некому. И мы с мужем решили их забрать к себе. Мне очень помогли местные органы опеки, поддерживали, отдел детей как и семьи, попечительства, да, всегда всю помощь оказывали, подсказывали, что, как делать, консультации, все это. И они помогали при адаптации, всего сложно не было. Мы и сама многодетная семья были, 4 детей своих. Нам, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Так нам в радость были, что девочки появились в семье. Забота и любовь, царящие в семье, благотворно влияют на девочек. Я учусь хорошо в гимназии. Люблю заниматься, я люблю рисовать, готовить люблю. Мама очень добрая, хорошая, готовить учит, убираться, настраивает на учебу, чтобы хорошо училась. Девочки растут послушными и целеустремленными. Когда вырастешь, ты бы кем хотела стать? Хирургом хорошим. Марьям Джабраиловна работает до позднего вечера, и домашние хлопоты дети берут на себя. Когда я на работе, они тут сами у меня дома справляются. Сыновья помогают. Сын приготовил, поставил и ушел. А Ашат, старшая, испекла пирог с брусникой нашей, местной ягодой. То, что делал, как день прошел, что в школе. У тебя какие оценки? Что говорит Вера Кокоревна? Таблицу умножения спрашивала? Только по диктанту 4 похвалили. Молодец. У тебя, Ашат, как дела? По-русскому я получила 5 сегодня, и по-английскому 4. Семья определяет будущее детей и является главным в жизни каждого человека. Проблема социального сиротства, это на первом месте у нас все-таки стоит алкогольная зависимость, то есть, как бывает, и вся семья страдает, либо один из членов семьи, бывает, допустим, родители живут отдельно, и кто-то из них распивает спиртные напитки. И мы с такими семьями работаем, стараемся им помочь, оказать психологическую помощь, поддержку, найти работу, то есть всеми способами вовлечь его в нормальную, адекватную, здоровую жизнь. Конечно, к сожалению, у нас не все родители идут на контакт, не все осознают о том, что они больны, и вообще не понимают всю ту опасность, которую они создают вокруг своего ребенка. Также хочу отметить, что проблема у нас еще, когда молодые девушки рано становятся мамами. Из-за отсутствия жизненного опыта девочки, они не осознают ответственность и, скажем так, из-за отсутствия этого опыта у нас возникают проблемы, то есть мамы даже могут они не распивать спиртные напитки, например, оставлять ребенка где-то у посторонних граждан или вообще вести себя безответственно. Таким мамам мы помогаем. Также у нас есть при Центре помощи детям служба сопровождения, и они помогают психологически, и то есть вплоть до мамочки делали ремонт и учили, и помогали, как вообще обращаться с ребеночком. То есть кто-то в последующем понимает все, да, осознает и идет, скажем так, на это исправление.
Ну вот стараемся исправить это. И я еще хотела добавить. Проблема еще заключается в том, что у нас на ранней стадии, когда находится семья, ну, скажем так, вот только начинаются вот эти признаки неблагополучия, и в детских садах воспитатели или в здравоохранительных учреждениях, это медсестры, врачи, не вовремя сигналят в органы опеки, КДН, да, о том, что семья находится в опасном, трудной жизненной ситуации. И в связи с этим долгое время ребенок, то есть он находится в неведении, то есть мы не знаем об этой проблеме. Также и соседи, и то есть общественность, то есть люди боятся сказать, люди боятся позвонить, люди не хотят взять на себя ответственность. И я хочу призвать и попросить, и прошу о том, чтобы все-таки речь идет о детях маленьких, и, может быть, вы сейчас спасаете ему жизнь, поэтому просим, чтобы вы вовремя и всегда звонили в органы опеки, либо в полицию. Сережа у нас очень добрый и спокойный ребенок. Ему 14 лет, учится в 8 классе. Много любит читать и рассказывать стихи наизусть. У него очень хорошо получается. Так. В семье он первый помощник и ответственный за наши цветы. Помогает готовить. В свободное время, как большинство детей, играет в компьютерные игры. Занимается в кружках «Золотой локон», «Умелые руки» и «Радуга творчества». Сережа усидчивый и любознательный мальчик. Как и все подростки, он много времени проводит за компьютером, но любит также собирать конструкторы. Я ответственный по дому, ухаживаю за цветами. Летом мы посадили огурцы, ходим на прогулку. Во всех мероприятиях участвую. Я люблю читать, рисовать. В свободное время могу играть в компьютерные игры. Люблю собирать пазлы. Сережа послушный и исполнительный мальчик. Он не отказывается от любых поручений воспитателей, выполняя все вовремя и аккуратно. Большой интерес Сережа проявляет к истории страны, победе в Великой Отечественной войне. Сереже очень нужна семья. Мы знаем, что ныне лежит на весах, и что совершается ныне. Час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет. Не страшно под пулями мертвыми лечь, не горько остаться без крова. И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово. Свободным и чистым тебя пронесем, и внукам дадим, и от плена спасем навеки. Вот к нам недавно приехали из города Нюрбы трое родных. Старшая Аня, которая рисует, ей 10 лет. Алина, ей 9. И Рома, самый младший из них, ему 8. Все дети очень активные, веселые, занимаются у нас в разных кружках, секциях, посещают кружки фольклора. Девчонки занимаются хомусе и рукоделию. Рома у нас спортсмен, любит заниматься футболом. Сейчас катается на лыжах еще. Я тоже. И как вы видите, любят настольные игры. Мы часто здесь устраиваем соревнования, любим играть. Аня и Алина вместе учатся в 3 классе. Девочки старательные, усидчивые ученицы. Внимательно слушают свою учительницу, проявляя большой интерес к учебе. Их младший брат, 8-летний Рома, учится в 1 классе.
Ему, как и его ровесникам, интересно открывать для себя новый мир знаний, и делает это Рома с большим удовольствием. Алина и Рома посещают кружок дополнительного образования, где под руководством преподавателя учатся лепить фигуры разных животных. Еще одно увлечение Алины – занятия в творческом кружке «Сылык». Аня с удовольствием занимается в фольклорном кружке. Аня и Алина очень любят кататься на лыжах. Дети общительные и дружные. Я, когда вырасту, я стану воспитателем. Я, когда буду большой, я буду полицейский. Рома вообще молодец. Он учится в пятерке, четверке, а Анита тоже хорошо. Отлично работает, отлично делает. Дети такие жизнерадостные. Мы хотели бы, чтобы у них появилась семья.